В 2006 году эта местность была неприметным полем с заброшенным грудами камней и мусора. Получив разрешение от районной власти, депортированные крымские татары расчистили земли и начали обустройство территории. В 2006 году, 19 декабря, мы пришли на эту поляну. Но мы не так просто взяли и пришли сюда. Было согласование с председателем райгосадминистрации Кунцом Владимир Ефимович, такой был в то время. Было с ним согласование, он показал эту поляну нам, говорит, вот поляна пустует, ну, правда, свалка. Почистите, пожалуйста, я буду помогать ходатайствовать. И действительно он ходатайствовал, написал по всем сельсоветам, Перовский сельский совет, Чистенький сельский совет, ходатайственное письмо о выделении этой земли под индивидуальное строительство. В том же 2006 году на районной сессии было принято решение о выделении этого участка в собственность гражданам под строительство. Однако после смены председателя райгосадминистрации вопрос о выделении земли повис в воздухе. В течение 15 лет местные жители не могли оформить участки. А сейчас, по их словам, часть домов и вовсе планируют перенести в другую сторону Сувух-Дере, где уже есть жилые строения. С 2006 года изначально у нас есть свой план планировки территории, в соответствии с которым люди размещены каждый на своем участке. Сейчас обрезается вот эта вот часть территории, и эти ни строения, ни жилые дома не будут учитываться. Эта карта в свое время была занесена каждый год новым представителям и райгосадминистрации, и Госкомнадза, и МИЗО. Мы всем заносили свою карту и показывали, что это наша территория. И будьте добры, пожалуйста, если вы будете заниматься разработкой ППТ, учитывать каждый участок. Потому что на каждом участке учтены, есть фамилии, есть участок, значит, есть фамилия, за ним закреплена. В 2006 году, получив разрешение райгосадминистрации, Диляра Усиинова с супругом начали строительство своего дома. Мы 7 лет строили этот дом по кусочку. Всю свои возможности мы закладывали именно вот сюда. Во всем себе отказывать. Для нас это вот единственное, что у нас есть. Мы нигде не отдыхали, никуда не ездили. У нас нет отпусков, мы работаем без выходных. Все, что возможно, мы покупали цемент, мы собирали полгода, накрывали крышу, мы собирали полгода, покупали окна. И я не знаю, как вот, да, правительство говорят, что они могут забрать это и выделить где-то что-то, какой-то участок, и как они планируют перекидывать этот дом. Лиля Бекмамбетова – мать 3 детей. В этом небольшом доме она живет уже 10 лет. Своими усилиями в дом подвели воду, сделали теплый пол, провели электричество. В 2019 году райгосадминистрация пришла, померила все, сказали, так как застройка была еще при Украине, вы имеете право здесь жить, находиться. И выдала нам акт о взятии моего дома себе на учет. И присвоили даже номер. Рискомнац выдала нам выписку о том, что я самоопределилась с землей и что я здесь нахожусь на законном основании. И вот мы были на собрании 30 июня. Нам просто дали понять, что наши участки, наши документы, их просто нет у них на плане. Каждый год мы ходили в сельсоветы, Чистенькое, Перово. Мы везде были. В какой момент они потеряли и куда они дели наши дома, которые стоят у них на учете? Житель Сувух-Дере Виктор Шевкузиев на мотоцикле развозил молоко по домам. Таким образом, мужчина зарабатывал на жизнь. Каждый кирпич в этом доме он положил своими руками. Сейчас Виктор инвалид 2-й группы. Мой дом хотят отобрать, компенсировать. Мне зачем эта компенсация, эти деньги? Мне вот здоровье кто вернет? Мне уже 63 года. Мне некуда идти. Я останусь в этом доме. Дайте мне дожить нормально. Представители местной власти обещают разобраться в ситуации и передать жалобы жителей Сувух-Дере в вышестоящие органы власти. МИЗО просит время разобраться в этой ситуации. Поэтому, мне кажется, даже вот сегодняшняя встреча, я вас прекрасно понимаю, но даже сегодняшняя встреча, она поспешная. Идти некуда и никуда не пойдем. Будем просто стоять стеной.
принимать какие-либо организационные решения, я не уполномочен. Напомним, в 2015 году вышло постановление Совета министров Крыма номер 252, которое дает право нуждающимся участникам полян протеста оформить в собственность свои земельные участки и расположенные на них постройки.